Среди погибших в ту страшную ночь был Юсуп Чаниев. 43-летний мужчина в тот день дежурил с группой сотрудников возле рынка, как вдруг по его машине открыли огонь. По словам выживших, Юсуп приказал всем занять позицию вокруг машины. Спустя несколько минут перестрелки мы чувствовали, что силы не равны, и боеприпасы уже на исходе. Потом прозвучал звук взрыва. Боевики из РПГ подорвали служебный автомобиль. Благодаря очевидцам, которые вытащили тело из-под обстрела, смогли спасти жизнь 2 сотрудникам из 8. Юсуп погиб, оставив 2 детей и супругу, которые ждали его дома. В ночь этих событий вся семья практически была на ногах. Слышны были выстрелы. Сон же в районе ППС, рядом с рынком, поэтому звоним отцу, естественно. Не можем дозвониться, не знаем, что происходит. И уже на утро к нам приехали сотрудники ОМОНа. Мы еще ничего не знали, это было где-то 8 часов утра. И сообщили, что нужно ехать на опознание. И где-то через час просто позвонили и сообщили, да, это правда. Вот суматоха, все это началось, и кажется, будто это было вчера. 17 августа 2009 года всю страну потрясла еще одна атака на жизни сотрудников. Около 9 часов утра во дворе городского отдела внутренних дел террористы-смертники на автомобиле «Газель», протаранив ворота, ворвались во двор РОВД республики и привели в действие взрывное устройство. В этот день погибли 25 человек и 136 получили ранения различной степени тяжести. Погибших могло быть больше, но благодаря тому, что капитан Нальгиев выиграл время перестрелкой, его сослуживцы смогли занять более выгодные позиции для обороны. Среди погибших были мои друзья, мои коллеги, которым я верил, доверял, которым я мог пойти куда угодно, зная, что эти люди рядом со мной. Я чувствовал себя надежно, но на мгновение ока большая часть этих людей не стала. Позже, 2 марта 2010 года, в ходе спецоперации Выкажева сотрудниками ФСБ были уничтожены 6 членов незаконных вооруженных формирований, в том числе и Саид Бурятский, организатор того теракта. Спустя годы Ингушетия наконец-то стала спокойным, безопасным и развивающимся субъектом России. Построены более сотни социально значимых объектов, спортивные, образовательные, культурные. Мирному небу мы обязаны прежде всего сотрудникам, которые ценой своей жизни дали возможность нам всем жить спокойно. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Новости 24.